Это итоговый выпуск новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Более 800 тысяч человек заболело коронавирусом в России с начала пандемии. Актуальные данные через несколько секунд. Села Среднеколымского района Якутии, которым угрожают природные пожары, получили необходимые силы и средства для тушения. Теперь артисты досугового центра в Ленске смогут сами планировать график и маршрут гастролей. В честь юбилея местная строительная компания подарила им автобус. Количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в России перешагнуло отметку в 800 тысяч человек. Из них вылечено 73,5% или 588 774 человека. За сутки выявлено 5800 инфицированных, выздоровело почти 8,5 тысяч. Скончались 154 пациента. При этом с начала эпидемии коронавируса летальных исходов насчитывается свыше 13 тысяч. В Минздраве назвали сроки вакцинации от коронавируса для людей из групп риска. Она может начаться уже в августе. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, в первую очередь прививки получат медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми. Министр отметил, что наиболее подверженным риску группам будет предложено добровольно вакцинироваться. Когда начнется массовая вакцинация, Мурашко не уточнил. Разрешение на широкое применение вакцины будет дано после завершения испытаний и оформления клинических исследований. Число заболевших COVID-19 растет в Мирнинском и Нерюнгринском районах Якутии. Им окажут всестороннюю поддержку по всем направлениям. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Если по Якутску наблюдается небольшое снижение, то в районах наоборот прирост, в особенности на промышленных территориях. Для того, чтобы выправить ситуацию, Нерюнгринскому и Мирнинскому районам будет оказана всесторонняя поддержка по всем направлениям работы, сказал глава. Напомню, что по всей Якутии за сутки выявлено 49 новых инфицированных. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5424 случая заболевания COVID-19. Нас беспокоит ситуация и по Мирнинскому району, по Нерюнгринскому району. Сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба мною даны поручения в адрес правительства республики, Роспотребнадзора, органов внутренних дел, администрации главы и правительства оказать помощь по всем направлениям работает для того, чтобы ситуацию в ближайшее время все-таки выправить. К сожалению, мы считаем, что здесь есть и определенные упущения со стороны оперативных штабов на местах. Поэтому в ближайшую неделю будут приняты все решения для того, чтобы и по Мирнинскому району, и по Нерюнгринскому району ситуация у нас стала лучше. Между тем, республика остается одним из лидеров по количеству тестов на коронавирус в пересчете на 100 тысяч населения. За минувшие сутки обработано почти 3000 анализов. Также постепенно идет сокращение коек в инфекционных стационарах и обсерваторах. Несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью, Айсен Николаев сообщил, что пока регион не может перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер. Вместе с тем, к сожалению, из-за того, что коэффициент распространения инфекции у нас на прошлой неделе был там 1,1, 1,2, сейчас он стал 0,8, мы, к сожалению, не попадаем под требования Роспотребнадзора, при которых снятие вход в третий этап снятия ограничений подразумевает, что коэффициент ограничения распространения инфекции должен быть 0,5. У нас пока по республике 0,8, и еще раз говорю, он у нас на прошлой неделе большую часть был единиц. Поэтому нам еще надо дальше работать над улучшением эпидситуации и по городу Якутску, и по другим районам. Поэтому сегодня мною подписано решение о продлении ограничительных мер по нашим крупным промышленным районам по городу Якутску еще на неделю по 31 число июля включительно. Села Сватай и Алекокёль Среднеколымского района Якутии получили силы и средства для тушения пожаров. Из города Среднеколымск в село Сватай вылетел вертолет с группой добровольцев. Они дополнительно доставили в село мотопомпы, пожарные рукава, ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, лопаты и топоры.
Также в село Алекакёль вылетел вертолет, однако ситуация остается крайне напряженной. Распоряжением главы муниципалитета с 18 июля там введен режим ЧС. Пожар находится в 3 километрах от населенного пункта и идет сразу с нескольких сторон. Борт доставил дополнительные силы и средства, в том числе представителей поисково-спасательного отряда лесхоза, добровольцев и мобильные резервуары, ранцевые лесные огнетушители и мотопомпы. Экологические проблемы есть и в других регионах. Поселку Левиха и его окрестностям в Свердловской области угрожает экологическая катастрофа. Залежи минерала халькипарита, растворяясь в воде затопленного рудника, выделяют серу, которая попадает в местные водоемы. Кислотные реки разливаются по региону и наносят серьезный урон окружающей среде. Район возле заброшенной Левихинской шахты на Урале напоминает красно-оранжевые ландшафты планеты Марс. Регион уже несколько лет страдает от разлива серной кислоты. Местное предприятие по добыче медной руды стоит заброшенным с 2004 года. За 7 лет до этого на руднике произошла авария и шахту затопило. Но последствия до сих пор не ликвидированы. Ближайшие реки Тагил, Шайтанка и Левихинское водохранилище превратились в токсичные. Вода, смешавшись под землей с медным колчеданом, образовала смесь серной кислоты с большим содержанием меди и оксида железа. И все это вытекает наружу, что негативно сказывается на природе и животном мире региона. Проблеме не один год, но на этот раз за ее решение взялся местный эколог Андрей Волигов. Там происходит реакция образования серной кислоты H2SO4. И вот эта вот серная кислота, она просто выжигает все в округе, выжигает почву, выжигает деревья, уничтожает поверхностный слой, то есть трава. А также рыба гибнет. И вот эти все тяжелые металлы в растворимой форме, они, конечно, не должны быть в воде. Для решения проблемы загрязнения окружающей среды была создана станция очистки шахтных вод, на которой кислота должна нейтрализовываться известковыми реагентами. Но, судя по экологической ситуации, с поставленной задачей сооружение не справляется. В январе этого года Волигов получил официальный ответ от российской прокуратуры. Документ устанавливает, что меры, принятые ответственным за обстановку предприятием «Уралмоноцит», недостаточны из-за недофинансирования. На нейтрализацию требуется 70 миллионов рублей, но фактически было выделено всего 15. В заключении говорится, что разлив кислоты оказывает серьезное негативное воздействие на водоемы. Местные рыбаки жалуются на плохой улов. Разнообразие рыбы было. Сейчас вот он. Ну а что, эти шахтные воды-то не портят? Так они, шахтные воды туда внизу, там где карьеры старые, там кислотки. А здесь-то что? Этот пруд, он наверху, здесь нету ничего такого. По сообщениям местных газет, сотрудники Нижнетагильской природоохранной прокуратуры пообещали провести проверку на территории рудника, а также оценить эффективность работы очистной станции. Впрочем, как следует из архивных записей, Росприроднадзор пытался разобраться в деле по меньшей мере трижды – в 2010, 2011 и в 2013 годах. Денис Белозеров покинул пост вице-премьера правительства Якутии. Пресс-служба администрации главы правительства сообщила, что руководитель региона Асан Николаев освободил Дениса Белозерова от должности по его собственной инициативе. Исполнять обязанности вице-премьера правительства Якутии будет Михаил Никифоров. Ранее он занимал должность замминистра имущественных и земельных отношений. На что тратятся деньги Алроса? Главы двух алмазных провинций, Вилюйска и Верхневилюйска, отчитались по полученным дивидендам от алмазодобывающей компании. Напомним, еще в 90-х годах прошлого столетия 8 районов республики получили по 1% акций Алросы. Однако, как признаются главы районов, только 5 лет назад дивиденды стали приносить существенный доход в бюджет. Связано это было с распространенной тогда практикой сокращения республиканских дотаций на сумму алмазных дивидендов. На сегодняшний день, в период с 2010 по 2019 годы, Вилюйск получил 2 миллиарда 616 миллионов рублей. Однако большая ее часть, 79%, приходится на 2017-2019 годы. За этот период глава района успел многое построить. 2 школы, 5 детских садов, 342 миллиона также было потрачено на строительство Дворца культуры, а 70 миллионов на строительство благоустроенного жилья для молодых семей и ветеранов тыла. На сегодня, насколько я знаю, это единственный район
в Республике Саха-Якутия, который строит и бесплатно раздает благоустроенные квартиры ветеранам тыла. Мы построили 16 квартир, и программа она будет продолжена. Вот, мы считаем, что все ветераны тыла, они достойны этого, и все должны получить бесплатное жилье. И мы очень гордимся, что являемся акционерами этой компании. Вот, и благодарны и руководству, и всем работникам компании за ту помощь, которую они нам сегодня оказывают. В свою очередь, с 2015 года также Верхневилюйский район, как акционер компании, получил 1 миллиард 700 миллионов рублей, которые были использованы для благоустройства района и строительства. Всего в районе 21 населенный пункт, из них более половины построены постоянные участники программы «Моя Якутия. 21 век», которая также финансируется за счет дивидендов Алроса. Благодаря доходам от акций было также заасфальтировано 30 километров улиц Верхневилюйска и села Андреевское. Отчет глав, владеющих акциями Алроса, позволяет населению быть информированным о том, как расходуются дивиденды алмазодобывающей компании, чьи 33% принадлежат республике, из которых 8% алмазной провинции. Полувековой юбилей в этом году отмечает Центр досуга и народного творчества в городе Ленске. Торжественные массовые мероприятия там запрещены, как и во всем регионе, но желающие поздравить юбиляров находят способы это сделать. К примеру, строительная компания 777 в честь 50-летия вручила руководству центра автобус. Раньше у организации не было своего личного транспорта, а выездов много, как по городу, так и за пределы. Ведь творческие коллективы часто выезжают с концертами на различные массовые мероприятия. Я думаю, что это актуально, потому что наши коллективы с концертами, с выездными мероприятиями посещают не только коллективы и предприятия города, но и также за пределами города, на территории района. Поэтому я думаю, я как руководитель учреждения, и наши коллективы, и наш весь творческий состав очень рады такому прекрасному подарку в виде автобуса. Ученые жители Ямала извлекли из озера скелет мамонта. Из-под воды извлекли часть черепа и нижней челюсти, а также несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями. Находки будут отправлены в музейно-выставочный комплекс имени Шамановского для консервации и дальнейшего изучения. Прибывшие на место специалисты из археологической экспедиции научного центра изучения Арктики достали из озера еще более десятка реберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты. Анализ найденного позволит ученым предположить, что речь идет о целом скелете мамонта. Мы пытались извлечь останки обнаруженного мамонта. Часть скелета нам удалось извлечь. Еще часть скелета продолжает оставаться в грунте под толщей воды, глины. К сожалению, оперативно все это извлечь целиком не удалось. Ну, для общего анализа, я думаю, материала собранного достаточно. Это позволит в перспективе установить возраст особи, ну, я имею в виду абсолютный возраст от наших дней. Ученые жители Ямала извлекли из озера скелет мамонта. Из-под воды извлекли часть черепа и нижней челюсти, а также несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями. Находки будут отправлены в музейно-выставочный комплекс имени Шимановского для консервации и дальнейшего изучения. Прибывшие на место специалисты из археологической экспедиции научного центра изучения Арктики достали из озера еще более десятка реберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты. Анализ найденного позволил ученым предположить, что речь идет о целом скелете мамонта. Мы пытались извлечь останки обнаруженного мамонта. Часть скелета нам удалось извлечь. Еще часть скелета продолжает оставаться в грунте под толщей воды, глины. К сожалению, оперативно все это извлечь целиком не удалось. Ну, для общего анализа, я думаю, материала собранного достаточно. Это позволит в перспективе установить возраст особи, ну, я имею в виду абсолютный возраст от наших дней.
Нерюнгринец создал целую фотоисторию с бурундуками в лесах Южной Якутии. Он устраивал целое пиршество для зверьков, и пока бурундуки обедали, запечатлил их трапезу. С работами фотографа ознакомилась Екатерина Павлова. Вот типичное место, где, по сути дела, обитают наши, самые заметные в тайге зверьки, без которых, наверное, тайга была бы совершенно скучной, неинтересной. Это бурундуки. Фотоисторию о бурундуках Юрий Николаевич начал спонтанно. Сегодня местные фотографы и любители приучают бурундуков к фотопозированию в лесах и на дачах, где маленькие зверьки – частые гости. В лесной массив неподалеку от дома Юрий Коковин наведывался в течение месяца почти каждый день, прикармливая и приручая семейку бурундуков. Но бурундук же не медведь, его прикармливать можно, вреда он никакого человеку не сделает. Только одна, может быть, такая эстетическая польза, потому что общение с природой – это, наверное, и есть то лекарство, которое людей спасает от какой-то депрессии, от каких-то, может быть, даже душевных болезней. Поэтому, когда есть возможность, я всегда приезжал и находил как бы отдушину в том месте, где бегали и паслись эти бурундуки. 2 горстки семечек или кедровых орехов. Бурундуки не брезгуют и хлебом. Любят сливочное масло. Любят, в общем-то, все то, что человек кушает, наверное. Даже я пробовал бросать колбасу и ложил вареные яйца. Все это бурундуки кушают. Семейство бурундуков нашло себе друга, человека. И, заслышав скрип колес автомобиля лесного фотографа, забираются на пенек и свистят, ожидая встречи. 1000 кадров, может быть, 1,5, может быть, 2. Я даже не считал. Но каждый раз, нажимая на щелчок, я, в общем-то, улыбался и радовался. Вот еще один сюжетик, вот еще один сюжетик. Эти зверьки любопытные и шустрые. Им всюду нужно залезть, все проверить. Поэтому кадры с ними всегда интересные и смешные. Екатерина Павлова, Юрий Коковин, Захар Головин, Нерюнгри. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.